До старта 24-х зимних Олимпийских игр, которые МОК планирует провести в феврале 2022 года в Пекине, остается чуть более 550 дней. Примет ли в них участие лидер сборной России в мужском фристайле Дмитрий Мулиндеев, выяснял мой коллега Вячеслав Ильин. В разгар дня в столичном горнолыжном центре «Вертикаль» непривычная тишина. Впрочем, как заверил нас президент профильной республиканской федерации Валерий Васильев, работа по подготовке к будущему сезону идет. Апрель-май индивидуально, да, онлайн все тренировались, мы задания давали ребятам, они что-то выполняли. Но уже когда нам разрешили уже официально тренироваться по 2-3 человека, мы приступили сразу к этим тренировкам. Сам же руководитель центра сегодня занят решением вопросов технического оснащения. Структурное подразделение Второй республиканской школы Олимпийского резерва еще весной получило новый бугельный подъемник протяженностью 340 метров. И главная задача – начать работы по монтажу, чтобы успеть к началу сезона. А он во многом будет определяющим и для лидера сборной Чувашии России Дмитрия Мулиндеева. Зимние старты 2020-2021 годов предолимпийские. И действующему чемпиону России в слоуп-стайле для оформления путевки на игры в Пекин необходимо сохранить свое присутствие в мировом топ-30. Так что завершившийся на днях в Ярославле первый установочный сбор национальной команды в нью-скульных дисциплинах вполне можно рассматривать как первый шаг к достижению заветной цели – участию в Олимпиаде. Наш спорт складывается именно из акробатической подготовки. И это основной элемент сейчас для нас. Именно сейчас идет межсезонье. Это именно самый тот период, когда надо отрабатывать батут, но у нас нет такой возможности. Вот мы ездили сейчас в Ярославль специально с батутами, чтобы попасть на них. Но, тем не менее, вернувшись домой, мы опять не имеем возможности. Это просто, я считаю, что колоссальное упущение для таких спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм. Впрочем, только спортивными успехами достижения Дмитрия Мулиндеева ныне не ограничиваются. По приезде домой Дмитрий успешно защитил диплом медицинского института Чувашского госуниверситета. Конечно, лето 2020 запомнилось мне дипломом моим. Но, тем не менее, у меня и офигенный сбор прошел в Ярославле. Я вообще круто попрыгал. Пока фристайл – это работа, а стоматология – хобби. А потом это, наверное, поменяется. В отсутствие участницы зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Иланы Прусаковой компанию Дмитрию на тренировках составляет юный воспитанник Второй школы Олимпийского резерва Дмитрий Салмин, который, несмотря на юный возраст, 10 лет, готов, по примеру старшего товарища, штурмовать спортивные высоты. Гарантий никогда нет. Надо просто верить, что ты победишь. И ты победишь. Вячеслав Ильин, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.